Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Переносимые решения. В Якутии продолжается досрочное голосование в труднодоступных местностях. Вопросы реконструкции и строительства на ближайшее будущее. Глава республики отправился в Мирнинский район с рабочим визитом. Не вандализм, а искусство. Изображение якутского ковра украсило фасад жилого дома в Якутске. Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, который работал на месте учений и приехал в Норильск, чтобы выбрать место для съемок документального фильма о развитии Арктики и Северном морском пути. Напомним, накануне Зиничев дал старт масштабным межведомственным опытно-исследовательским учениям в Арктике. Он возглавлял МЧС с мая 2018 года. В Якутии началась работа участков избирательных комиссий. В целом по республике действует 794 избирательные комиссии, считая 27 временных. В столице региона и в Жатае будут действовать 129 комиссий. Участковые избиркомы будут работать в режиме с 10 утра и до 14 часов дня. В дни голосования с 8 утра и до 20 часов вечера. Среди выполнения прочих обязанностей они будут принимать заявления для голосования вне места пребывания в дни выборов. До 13 сентября граждане могут подать заявление об откреплении с избирательного участка. Такое заявление, к примеру, могут подать иногородние, которые, живя в столице, зарегистрированы по месту жительства в другом населенном пункте. Помимо этого, с 29 августа продолжается досрочное голосование в труднодоступных местностях. В основном речь идет о дальних стойбищах оленеводов, рыбаков и вахтовых работников. Голосование в такой форме завершится 16 сентября этого года. По состоянию на сегодняшний день проголосовали более 1000 избирателей, которые находятся в труднодоступных и отдаленных местностях. Это у нас оленеводы, это у нас вахтовые работники. В основном сейчас голосуют избиратели, которые находятся на территории Анабарского района, Миконского района, Булунского района, Нерюнгринского района. И поэтому голосование в труднодоступных отдаленных местностях проводится и наземным, и авиа, и водным транспортом. Глава республики Айсен Николаев находится в Мирнинском районе с рабочим визитом. Сразу по прилету глава региона осмотрел взлетно-посадочную полосу аэропорта «Полярный» в городе Удачный. Главной темой обсуждения стал вопрос реконструкции аэрокомплекса. Напомним, аэропорт включен в государственную программу Российской Федерации развития транспортной системы. Первый этап реконструкции предусмотрен уже в 2022-2024 годах. На эти цели из федерального бюджета планируется выделение более 2,5 миллиардов рублей. Реконструкция Полярного включает в себя ремонт взлетно-посадочной полосы, светосигнального оборудования, объектов энергообеспечения, а также обновление вспомогательных объектов аэропорта. Кроме того, планируется строительство дороги и реконструкция электрической котельной 1985 года постройки. Детские сады Амгинского района готовятся к новому учебному году. Со следующей недели большинство из них откроют двери своим воспитанникам. В 19 детских садах Амгинского района воспитываются более 1500 детей. Более 300 новых мест, которые были выделены в этом году, их уже недостаточно, так как в целом по району наблюдается очередь в дошкольные учреждения. Чтобы ускорить процесс приема детей и уменьшить очередь, в Амгинском районе проводится ряд комплексных работ. Так, сейчас идет строительство детского сада на 75 мест в селе Онес. Также строительство школы-сада в селе Абага. И более того, планируется строительство новых детских садов в селе Амган, в селе Чапчилган и в селе Алтанцы. У нас, конечно, вот сейчас испытываем мы проблемы, конечно, с медицинским обслуживанием, как и по всей республике, и по всей России, наверное, да, потому что мы вот до этого года содержали на муниципальном бюджете гигиенистов, да, это инструкторы по гигиеническому воспитанию детей, но с этого года переходит все это на республиканский бюджет, да, это по положению Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. И, к сожалению, да, с их зарплатой, с их штатами у нас на сегодняшний день окончательно вот к единому знаменателю мы не пришли.
Урожай картофеля, овощей и сена в Ленске в этом году пока немного ниже показателей прошлого. Если сенокос уже на завершающей стадии, то с уборкой сельхозкультур все только впереди. Хватит ли ленчанам запасов на зиму и какие приспособления для сельхозработ придумывают изобретательные ленчане, узнавала Анна Кожевникова. Эта осень, как плаксивая дама, стучит в окна ленчанам затяжными дождями, а холод пробирает до костей. Копать картофель в такую погоду не очень приятно, но не все успели убрать огороды в теплые дни. Да и многие ждали солнца, чтобы корнеплоды еще налились. В этом году урожай картофеля немного хуже, чем в прошлом. Причиной тому неблагоприятные погодные условия. Половина лета стояла засушливым и жарким, половина задымленным из-за пожаров. Ни солнце, ни дождь не могли пробиться сквозь клубы дыма. С этого огорода обычно выходит по 15 кулей картофеля. Будем надеяться, что и в этом году урожай будет не меньше. Немного лучше урожай на частных плантациях, где хозяева в течение лета поливали картофель. Он вырос отборным. Анатолий Иванович Голяпин – опытный овощевод. В этом году для упрощения процесса уборки картофеля он придумал лайфхак. Да чтобы вилы не поднимать, так как они тяжелые. Раз, и больше усилий нет. Если на частных подворьях картофель уже практически выкопали, то фермеры Ленского района только приступают к уборке своих плантаций. Показатели пока немного ниже прошлогодних – 77 центнеров на гектар, тогда как в прошлом году они составляли 103 центнера на гектар. Если считать позапрошлый год, у нас был план 7777, мы собрали около 8000 тонн. В прошлом году у нас уже чуть меньше получилось, 7500 тонн при плане 8. И в этом году у нас уже план меньше по Минсельхозу, 7150. Но пока делать какие-то выводы рано. Овощей убрано всего 3 гектара. Но еще все впереди. Ленский район входит в десятку лучших по обеспечению сельхозпродукции. Что касается сена, план на этот год 6299 тонн. Выполнен на 78%. Но для корма того скота, который имеется у фермеров, необходимо 5000 тонн на зимовку. Поэтому трудностей возникнуть не должно. Но еще и не все закончили сенокос. Из 11 наслегов только 2 на Торинский и Ярославский. Остальные ждут бабьего лета. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Вскоре россияне смогут избавиться от рекламы, исходящей от банков. Финансовым организациям в ближайшее время порекомендуют исключить из кредитного договора с заемщиком пункт о получении рекламной информации и вывести его в отдельный документ. Письмо Центробанка и Федеральной антимонопольной службы с рекомендацией ужесточить правила рассылки рекламы со дня на день должны разослать участникам финансового рынка. В проекте письма отмечается, что рекомендации кредиторам по рассылке рекламы составлены для соблюдения прав и законных интересов граждан. Стоимость автомобилей в России в следующем году продолжит увеличиваться на фоне сохраняющегося дефицита микрочипов и, как следствие, превышения спроса над предложением. Этому будет способствовать и подорожание комплектующих. Эксперты заявляют, дефицит электроники сохранится в 2022 году, что заставит производителей адаптировать комплектации или нажимать на кнопку остановки конвейера. При этом единственным решением проблемы дефицита микрочипов эксперты видят децентрализацию их производства. В настоящее время заказанные автомобили приходится ждать около 7 месяцев. При этом очереди растянулись на все марки, от бюджетных до премиальных, ведь детали электроники везде одни. Если в прошлом году цены на автомобили начали увеличивать, когда салоны быстро опустили из-за отложенного спроса после пандемии, то теперь очереди за автомобилями растягиваются из-за отсутствия деталей. На территории озера Талая появилось 2 новых арт-объекта. Мурал с изображением якутского традиционного ковра украсил фасад жилого дома по улице Ломоносова. Художники изображения Самсон Атасыков и Степан Данилов. Отмечается, что стилистика и цветовая гамма рисунка перекликается с муралом итальянского художника Агастино Якурчи «Чорон». Обе композиции были расписаны в рамках фестиваля современного искусства «Лето Якутия». Вторым новым арт-объектом стал тепловой пункт, также расположенный у Талого озера. На нем изображение девушки, которая символизирует, что под маской любого современного человека кроется связь с корнями. Это изображение – логотип фестиваля «Аланхо». Этот арт, он посвящен фестивалю осознанной жизни Аланхо. Этот фестиваль проходил этим летом, и автор этого арта, логотипа «Рост»,
художник. Он занимается дизайном, разработкой фирменного стиля. Я непосредственно предложила принять участие в этом проекте, потому что я разделяю философию этого проекта. Мне очень понравилось то, что ребята популяризируют здоровый образ жизни, что они популяризируют осознанность, экологию, и решили вот провести такой этнофестиваль, который популяризирует в том числе культуру в Якутии. В Нерюнгринском районе приступили к работе учреждения дополнительного образования. Реализация программы осуществляется в очном формате с соблюдением противоэпидемических мер. Подробнее о начале учебного года расскажет Ирина Кичигина. С начала сентября открыли свои двери все учреждения дополнительного образования и спортивные секции. Пока педагоги только включаются в учебный процесс, ребята уже полны энтузиазма и сил. Конечно, детям сложнее войти в учебный процесс после лета, после летних каникул. 3 месяца гуляли, да, теперь нужно резко учиться, и непонятные есть еще моменты с расписанием. Хореография 7-й год. Очень рада заниматься после дистанционного обучения. Так более комфортнее и более проще заниматься. Мы первый раз сегодня были на гимнастике, и нам понравилось. А что вы там делали? Занимались. А чем вы занимались? Спортом. Все учреждения начали свою работу своевременно в штатном режиме. По всем направлениям проходят наборы, формируется контингент, намечаются творческие планы. При поступлении в детскую школу искусств дети прошли отбор. Некоторые из них были зачислены сразу, некоторые остались в кандидатах, ввиду того, что в течение года происходит отсев. И во время первой четверти мы еще добираем детей. В свободное от учебы время у юных нерюнгринцев есть широкий выбор направлений, где можно реализовать свои таланты, творческие способности и научиться чему-то новому. Если говорить о масштабе развития доп. Образования в Нерюнгринском районе, то только Центром развития творчества детей и юношества в этом году сформировано 85 творческих объединений. Это 278 учебных групп. Творческие объединения в этом году набраны по всем 6 направлениям дополнительного образования. Это художественное направление, социально-гуманитарное, эколого-биологическое, сейчас оно называется естественно-научное, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное и технического творчества. То есть по всем 6 направлениям дополнительного образования творческие объединения у нас есть. Когда учебный процесс в школах был организован в одну смену, вся нагрузка на педагогов и аудитории приходилась на вторую половину дня. За счет того, что сейчас в школах составлено веерное расписание, кабинеты удалось разгрузить, а учреждения работают с 8 утра до 8 вечера. Так что места и время для занятий хватит на всех желающих. Ирина Кичигина.